Джичбуреш. Вы уже наверняка запомнили это слово, но чтобы поприветствовать друга, можно использовать слова джичбур, умой, чирткем. Если вы здороваетесь с учителем, пожилым человеком или незнакомцем, следует говорить джичбуреш, умоеш или чирткемеш. Кстати, слова джеч и умой означают хороший, туж умой, туж джеч. Очень хорошо. Если вы хотите познакомиться с удмуртом, вам нужно спросить: «Кыжи ты над нимыт?» Отвечать следует так: «Мнам нимы Артем». «Но ж ты над?» Или «Кинтон, мон Артем». «Мон» – я, «тон» – ты, «со» – он или она, «ми» – мы, «ты» – вы, «соос» – они. Как вы помните, в удмуртском нет категории рода, поэтому местоимение «со» обозначает местоимение «он» и «она». Об этом мы говорили на первом занятии. Давайте попрактикуемся. А кто же нам может помочь в этом? Вождесен вае, тия перепеч войны куриды. Бен. Но шмарти карич куды. Ми видео лештичком. О, кшетунсыко. Пермия? Малпашко умой парме. Юртычко да. Шум потыса. Кыжи ты над нимы? Мы нам не мы сандыр. Но ж ты над. Мы нам не мы Артем. Тужу мой, тани тылят перепеч ты. Баджимтао. Джечлай. Джечлай. Какие вкусные перепечи я заказал! Если вы тоже хотите, придется выучить несколько глаголов, которые еще и нужно уметь спрягать. Каричкоды, лештишкот, малпашко, парме – это глаголы настоящего времени. Давайте разберемся, как спрягать глаголы настоящего времени по лицам. В удмуртском языке есть два типа или спряжения глаголов. Мы различаем их по инфинитиву, то есть по неопределенной форме, которая отвечает на вопрос «мар карыны» – «что делать?». Например, карыны – глагол первого спряжения, потому что оканчивается на «ыны», а глагол малпаны – второго типа, потому что перед суффиксом «ны» нет буквы «ы». Основа глагола второго спряжения заканчивается на «а» или «я». Чтобы получить настоящее время глаголов первого типа, мы используем суффикс «ишко», перед этим убрав суффикс «ыны». Итак, добавляем к полученной основе «кар» суффикс «ишко», глагол первого лица единственного числа «готов» – «мон каришко». Далее мы добавляем суффиксы, которые показывают, какое лицо совершает действие. Кстати, эти суффиксы стоит запомнить сразу, потому что они используются и в других временах. Тон – каричкод. Ми – каричкомы. Ты – каричкоды. А что же в третьем лице? Никакого ишко нам не требуется. В единственном числе мы добавляем «е» или «э», а во множественном – «о». Со – каре. Соос – каро. Давайте попробуем проспрягать еще один глагол первого типа по лицам. Например, лештыны. Тоже делать. Итак, убираем суффикс «ыны» и спрягаем. Мон лештишко. Тон лештишкод. Ми лештишкомы. Ты лештишкоды. Со леште. Соос лешто. В чем же различие между глаголами «карыны» и «лештыны», которые переводятся как «делать»? Глагол «лештыны» мы чаще используем для каких-то конкретных действий, когда говорим о выполнении какой-то работы. Например, видео лештыны, уже лештыны, щуре лештыны. Карыны часто используются, когда мы говорим о более абстрактных вещах. Маркаричкот. Что делаешь, чем занимаешься? Карыны также используются в устойчивых выражениях и фразах. Аджем карыны – брать с кого-то пример. Аджон тем карыны – ненавидеть. Кстати, карыны также употребляется с инфинитивом глаголов, заимствованных из русского языка. Например, программировать карыны, служить карыны и так далее.
Если вы не знаете удмуртского глагола, в крайнем случае используйте неопределенную форму русского глагола плюс глагол «карыны» в нужной вам форме. Например, «Мартон каришкот» – «мон видео снимать каришко». А что же с глаголами второго типа? Например, «малпаны». В этом случае мы используем не «ишко», а суффикс «шко», убрав суффикс инфинитива «ны». Для первого и второго лица мы используем те же самые суффиксы, что и для глаголов первого типа. Мон малпашко, тон малпашкод, ми малпашкомы, ты малпашкоды. Для третьего лица единственного числа нам не нужен никакой суффикс. Со малпа. А для множественного мы используем суффикс ло. Соос малпало. Мон малпашко милям тужу мой парми. Я думаю, у нас очень хорошо получается. Оставайтесь с нами. Увидимся на следующем уроке. А чтобы закрепить пройденное, я рекомендую выполнить домашнюю работу, которую вы найдете в описании к видео. Джечлуэ, аддишкатош.